Это телеканал Якутия-24 в прямом эфире. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер. Смотрите сегодня. Борьба с огненной стихией продолжается. Какова ситуация с лесными пожарами вблизи Накына и ландшафтным пожаром рядом с селом Уянди? Вся последняя информация. Потенциал Алроса. В главной алмазной компании заработала корпоративная программа. Топ-менеджмент дал молодым сотрудникам редкую возможность. О чем именно идет речь? Вырастить части тела и органы целиком. Лаборатория биотехнологии в Якутске разрабатывает амбициозные проекты. Какие перспективы у этих идей? Новое поколение Селикдара. Золотодобывающая компания в Алданском районе запустила новый соцпроект профориентации для подростков. Насколько полезной на деле оказалась такая практика? Скрытая угроза. Нетрезвая девушка без прав устроила ДТП в столице. В салоне находились 4 пассажира. Металлолом как материал для творчества. В Ленске живет и работает необычный мастер. Как ему удается из всяких деталей собирать креативные скульптуры. Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел заседание правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. Участники заседания обсудили реализацию крупнейших инвестпроектов и развитие экологического туризма. В заседании принял участие и руководитель Якутии Айсен Николаев. Напомню, в апреле Медведев подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму развития Дальнего Востока. Таким образом, макрорегион в ближайшие 3 года получит 61 миллиард 400 миллионов рублей. Кроме того, в июне председатель правительства подписал распоряжение о выделении еще 54 миллиардов рублей на Дальний Восток. Подробнее о визите Дмитрия Медведева на полуостров и участии на заседании руководителя Якутии Айсена Николаева расскажет наш СОПКОР в Петропавловске-Камчатском Янина Богданова. Она с нами сейчас на прямой связи. Янина, добрый вечер, тебе слово. Здравствуйте, Влад. В Камчатском крае сегодня прошло сразу несколько совещаний федеральной повестки, которые провел председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Его визит на полуостров начался с совещания о мерах государственной поддержки инвестиционному проекту компании «Новатэк». Она построит на полуострове терминал по перевалке сжиженного природного газа. Его запуск позволит втрое увеличить объем перевозок по Северному морскому пути. Следующим пунктом в программе Дмитрия Медведева стала встреча с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Глава региона доложил премьеру о состоянии рыбопромышленного комплекса субъекта, а также о реализации государственной программы сейсмоусиления и майских указов президента. Ключевым событием визита премьер-министра на полуостров стало заседание правительственной комиссии, посвященное развитию Дальнего Востока и Забайкалья. В нем приняли участие федеральные министры, главы профильных ведомств, а также губернаторы дальневосточных субъектов. Среди них на совещании присутствовал и руководитель Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Предлагаю послушать его выводы об итогах заседания. Выступил и получил поддержку премьер-министра в вопросах здравоохранения. В первую очередь это касается 4 дальневосточных регионов, кроме Якутии это Камчатка, Магадан, Чукотка, в которых индекс бюджетных расходов у нас выше, чем нормативный минфиновский. Из-за этого, например, Республика Саха-Якутия порядка 4 миллиардов рублей сегодня имеют как раз нехватку денег в фонде медицинского страхования. Это, конечно же, касается вопроса уже и оплаты труда медицинских работников. Мы очень надеемся, что вот все-таки Минфин и Минздрав России сейчас смогут этот вопрос решить. Я также выступал и по аварийному жилью, и по транспортной инфраструктуре нашей республики. Радует то, что уже на ходе
проектировок по предложению Юрия Петровича Трутнева, полпреда президента на Дальнем Востоке, вице-премьера правительства, будут уже учитываться именно вот те подходы, которые сегодня председатель правительства обозначил. Рассматривались также вопросы по реализации инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока, на вопросы пограничных переходов, ну и вопрос экологического туризма. В ходе заседания правкомиссии Айсен Николаев также поблагодарил Дмитрия Медведева за поддержку в вопросе придания статуса национального парка Ленским столбам. Кроме того, руководитель республики обратился к премьер-министру с просьбой внести в список редких исчезающих животных Российской Федерации лесного бизона. Это нужно для того, чтобы получить поддержку из федерального бюджета и направить ее на сохранение этого вида животных. Соответствующее поручение Дмитрий Медведев уже дал Министерству природных ресурсов России. Влад. Спасибо. На прямой связи со студией была наш корреспондент в Петропавловске-Камчатском Янина Богданова. После заседания у Медведева вместе с Айсеном Николаевым в Якутск прибыл глава МЧС страны Евгений Зиничев. Здесь, в столице, стороны обсудили ход аварийно-восстановительных работ в районах республики после паводка. Кроме того, говорили о вопросах оказания единовременной материальной помощи всем пострадавшим и также меры по стабилизации лесных пожаров в Якутии. Борьбой с огненной стихией как раз заняты сейчас в Устьянском районе. За ночь там ситуация с пожаром возле села Уянди изменилась в лучшую сторону. Огонь со стороны населенного пункта локализовали, однако из-за сильного ветра он разгорается вновь. Продолжаются работы по тушению отдельных очагов возгорания. Огнеборцы отмечают нехватку воды. Жилые дома и соцобъекты не пострадали. Наблюдается задымление. В селе Уянди объявили режим ЧС. По всему периметру населенного пункта провели минерализованную полосу. Сообщается, что команды пожарных держат огневой периметр и не подпускают огонь к жилым домам. Ну а правительство республики держит ситуацию на контроле. Накануне в село прибыли дополнительные силы спасателей. При этом мы еще наращиваем группировку от пожарно-спасательного гарнизона с депутатского. Туда будут доставлены, специалисты пожарные, субъектовые противопожарные службы с необходимым оборудованием. Кроме этого, специалисты ГО и ЧС и специалисты, отвечающие за жизнеобеспечение населения. По прогнозу, в течение 2-3 дней со стороны населенного пункта кромка пожара активное горение будет полностью ликвидировано. Силы и средства и мероприятия все будем продолжать до полного снятия угрозы населенному пункту. Что касается ситуации в целом по республике, то всего на территории Якутии действуют 4 лесных пожара в Верхоянском, Нюрбинском, Намском районах и городе Якутске. Обстановка на территории региона оценивается как стабильная. Режим ЧС регионального характера, согласно указу руководителя региона Айсена Николаева, сняли 7 августа. В настоящее время, за исключением тех пожаров, которые находятся на удаленном расстоянии в зоне контроля и приостановленных решением КЧС, мы продолжаем тушение 4 природных пожаров. Один из них уже локализован. К исходу дня также планируется локализация 1 пожара и ликвидация еще 1 пожара в якутском лесничестве. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики в данный момент нет. Экологическая обстановка в населенных пунктах также стабильная. Превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ по информации Роспотребнадзора проводимыми замерами не зафиксировано. Тем временем дым от лесных пожаров в Нюрбинском районе в эти дни окутывает вахтовый поселок Накын. Какова там сейчас ситуация, какие приняты меры и действия? Репортаж коллеги Ксении Исламовой.
Над рабочим поселком Накын дымка, в воздухе запах гари. Но с высоты птичьего полета ясно – опасности объекту и его жителям нет. Огонь остановлен на подходах к промплощадке. Сегодня поселок в своеобразном кольце, которое возвели спасатели и работники комбината. С одной стороны дорога шириной в 6 метров, с другой – 15-метровая минерализованная полоса длиной в 9 километров. По прибытию лесных пожарных они начали проводить встречный пал. Проведение встречного пала вот за эти несколько дней позволило отбить лесной пожар от поселка. Он уже ушел в сторону. И по сегодняшнему облету, который вот сейчас только прилетели специалисты, они говорят, что уже угроза для поселка минимальна. От огня поселок охраняют 26 человек из Нюрбинского и Верхневилюйского авиаотделения и 2 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. Помогают в тушении леса и работники Алроса. Сейчас на вахтовой работе в поселке 760 человек. Каждому готовы оказать помощь в медпункте. Врачи выдают медикаменты, респираторы, марлевые повязки. При жалобах на здоровье рабочих отправляют домой. За 3 дня в Мирный по состоянию здоровья улетели 4 человека. Каждый человек сам чувствует, и по его заявлению, конечно, мы их отпускаем и готовы отпускать. Вот каким вертолетом, как прилетел сюда, так и он отсюда улетает абсолютно бесплатно, потому что у нас свой порядок существует, перевозки людей, и тут никаких преград нет. И вот мы сегодня занимаемся еще уточнением вообще вот среди коллектива цехов нашего комбината, да, если дальше ухудшения, если вообще там какие-то, некомфортные чувства и так далее. Если человек изъявляет желание, то, пожалуйста, человек может уехать. Те, кто покинет поселок, продолжат получать зарплату в размере 2/3 от тарифной ставки. Как отметили в Алроса, выбывшим сотрудникам оформят простое по обстоятельствам, не зависящим от работодателя. Однако по состоянию на 9 августа обращений с просьбой покинуть поселок пока не поступало. Если жалуются люди, то их отправляют домой. Угу. Сам как себя чувствуешь? Я молодой, здоровый, мне нормально. Тем, кто останется на рабочих местах, Алроса выплатит премию за работу в сложных условиях. Руководство комбината отмечает, необходимости срочной эвакуации всех сотрудников нет. Союзник рабочих в таких условиях ветер. Все чаще он меняет направление и уносит дым из поселка. Но на месте остается страх и слухи. А что, если огонь придет на площадку? Службы безопасности Алроса такой вариант отметают. Здесь базируется пожарная часть. 2 отделения, одно на площадке, одно на промзоне. Значит, все они будут стянуты сюда. Плюс каждый дом оборудован 2 пожарными гидрантами. И поселок у нас огорожен со стороны леса сейчас минерализованной полосой. Пожарные службы поселка в полной готовности. Несмотря на оптимистичный прогноз, на самый крайний случай Алроса подготовила вертолеты для эвакуации персонала в Нюрбу или Мирный. По информации, полученной из МЧС, Департамента лесного хозяйства и Алроса, угрозы поселку нет. Пожар уходит в северо-западную сторону. Ксения Исламова, Александр Шашуков, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В Мирнинском районе загорелся автобус. Как сообщает пресс-служба компании «Алрос», пожар случился на территории предприятия «Алмаз-Дортранс» в момент осмотра механиком салона автобуса. Сотрудник получил ожоги рук и лица и был отправлен в больницу. Пострадавшего, по мнению врачей, не вызывает опасений. Других работников рядом с автобусом в момент ЧП не было. Уточняется, что автобус, работавший на газе, готовился к списанию и на регулярных маршрутах не работал. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение регламента производства работ по проведенному ранее демонтажу газового оборудования. Автобус сгорел полностью, строения не пострадали. К другим новостям. В республике заготовили 187 тысяч тонн сена. Это 38% от годового плана. Всего по региону работают 135 мобильных бригад. Однако отставание от графика наблюдается по всей республике. Это связано с повсеместными дождями. Из-за неблагоприятных погодных условий критическая ситуация по заготовке кормов сложилась в ряде улусов. Это Горный, Вилюйский, Намский, Нюрбинский, Аймяконский. В этой связи Министерство сельского хозяйства приняло меры. Из бюджета республики выделят 21 миллион рублей. Погода сейчас в августе стоит нестабильная.
по 3-4 дня у нас без осадков, потом идут дожди 2-1 день. Поэтому всем нужно вот эти дни использовать в полном объеме. 6 аварий с пострадавшими произошли за минувшую неделю в Якутске. В общей сложности 7 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 2 детей. Одно из ДТП произошло во вторник в районе улицы Лермонтова. Honda Fit управляла 25-летняя девушка. Она врезалась в фонарный столб. Машина опрокинулась. Девушка-водитель получила перелом носа. Пассажир, 17-летняя девушка, получила перелом плечевой кости и была госпитализирована. Оказалось, что у виновницы аварии не было водительских прав. При проверке водителя инспектора заметили, что она имеет признаки алкогольного опьянения. И при проверке по базе данных госавтоинспекции выявили, что она не имеет водительского удостоверения. В отношении нее был составлен административный материал по части 2 статьи 12.26 Кодекса административных правонарушений за отказ от прохождения медицинского свидетельствования. Также девушка отказалась от дачи объяснений, и на нее был также составлен материал по части 2 статьи 12.3 Кодекса административных правонарушений и по статье 12.33 Кодекса административных правонарушений за то, что она сломала изгородь. Другой случай произошел в столице накануне вечером. Во дворе дома по улице Каландрашвили 36-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado сбила 9-летнюю девочку на велосипеде. Она получила травмы, закрытый компрессионный перелом позвонков и была госпитализирована. Инспекторы выяснили следующее. Проведенное медосвидетельствование не выявило у водителя факта употребления алкогольных напитков. Ну а госавтоинспекция напоминает, что по правилам дорожного движения оговорено, минимальный возраст для управления на общественных дорогах велосипедом должен составлять 14 полных лет. Сейчас короткая реклама, меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Потенциал Алроса. В главной алмазной компании заработала корпоративная программа. Топ-менеджмент дал молодым сотрудникам редкий шанс. О чем именно идет речь? Вырастить части тела и органы целиком. Лаборатория биотехнологии в Якутске разрабатывает амбициозные проекты. Какие перспективы есть у этих идей? Новое поколение Селикдара. Золотодобывающая компания в Алданском районе запустила соцпроект профориентации для подростков. Насколько полезной на деле оказалась такая практика? Металлолом как материал для творчества. В Ленске живет и работает необычный мастер. Как ему удается из всяких ненужных деталей собирать креативные скульптуры? Это «Якутия-24» в прямом эфире, программа «Итоги дня» и Влад Давыдов. Мы продолжаем. На повышение зарплаты бюджетникам Якутии будет направлено более 2,5 миллиардов рублей. Правительство республики утвердило распределение субсидий местным бюджетам на повышение оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора. Это совместная работа руководства республики с федеральным центром в рамках исполнения майских указов президента России. Объекты в Якутске, построенные с нарушением закона, осмотрел председатель Якутской городской думы Александр Саввинов. Речь идет о постройках по адресу Можайского, 27 и ряде объектов на придомовой территории многоквартирного дома на улице Клары Цеткин, 18. Они возведены с нарушением земельного и градостроительного кодекса. Суд принял решение о сносе этих незаконных объектов, однако владельцы сооружений добровольно исполнять решение суда не торопятся. Все должно решаться в правовом поле. И я убежден и уверен в том, что таких подходов у нас в городе не должно быть. Поэтому сегодня уже дана рекомендация уже снести эти объекты. Владельцы оповещены, судебные решения есть, исполнительное производство есть. И поэтому мы должны по всем остальным 14 объектам эти вопросы решить. В столице Алмазного края началась образовательная часть первой корпоративной программы. Молодым специалистам предоставили шанс представить для оценки топ-менеджмент компании «Алроса» свои лучшие проекты. Передают коллеги из Мирного.
Они не просто работники, а надежда компании «Алроса». 29 молодых специалистов со всех подразделений собрались на первой корпоративной программе «Потенциал Алроса». Руководство компании видит в вас потенциальных агентов изменений, которые на сегодня они просто необходимы. Мы считаем, что для нас вы будете являться, собственно говоря, проводниками, для нас вы будете являться генераторами идей. В «Алроса» заметили давно. У молодежи есть необычные идеи, которые непременно нужно услышать и поддержать. Это и сделали главной задачей корпоративной программы. Оценивает их топ-менеджмент компании. Участники программы – работники до 30 лет со стажем не менее года. Чтобы попасть сюда, все они прошли строгий отбор через тестирование. По мнению руководства «Алроса», программа должна помочь молодым специалистам правильно разработать и реализовать проекты по развитию алмазной компании. Мне кажется, здесь можно подчеркнуть это, скажем так, наладить некоторые мосты с юными специалистами, с такими же вовлеченными, заинтересованными, с амбициями ребятами. Нужна какая-то помощь действительно в плане проектных инструментов для того, чтобы это оформить из идеи в какую-то конкретную программу, которую можно будет предложить топ-менеджменту. Раскрыть потенциал, который во мне скрыт. Чего я достигну через год, каким будет итог, каким я стану после окончания этой программы. Вот я с такими мыслями подавал свою заявку. После знакомства у ребят начнется образовательная часть программы. Она будет состоять из 5 модулей. От навыков публичного выступления до управления инновационными проектами. Этим участники будут заниматься до конца года. Очень много усилий понадобится именно по изменению самих себя. По воспитанию привычки критически смотреть на то, что вы делаете каждый день. По поиску ресурсов, которые бы помогли вам продвигать идеи. В январе следующего года участники «Потенциала» будут защищать свои работы перед руководством. После лучшие проекты примут на рассмотрение и внедрят в работе алмазной компании. А участники войдут в кадровый резерв «Алроса». Марфа Яковлева, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Ну а в Алдане компания «Золото Селигдара» запустила новый социальный проект профориентации для подростков. Школьники, находясь в летнем трудовом отряде, занимаются не только полезными делами, но получают за это зарплату. Более того, напрямую знакомятся с золотодобывающим производством, рассказывает Руслан Павлов из Алдана. Трудоустройство подростков на летний период для компании «Селигдар» направление новое. Первая группа из 15 человек отработала в июле, получив в конце трудового периода неплохие деньги, первый в жизни стаж работы, а главное – представление о том, чем занимается работодатель. Первые трудовые книжки они получили, разные впечатления, но тем не менее дети довольны. Я думаю, что многие, наверное, для себя определят в жизни, какая специальность, какой компании. Но мы говорим о том, что «Селигдар» лучшая компания, приходите и работайте. Попасть в трудовой отряд проекта «Селигдар. Новое поколение» было непросто. Конкурсный отбор проходил на основании представленных документов. На 30 мест было заявлено 99 кандидатов. Мне рассказала подруга, что есть вакансия на работу в «Золото Селигдар». И я подала документы. И через неделю мне позвонили и сказали, что я принята. «Селигдар» – одна из немногих компаний Алданского района, которая уделяет внимание важности трудоустройства несовершеннолетних. Это и профилактика правонарушений, дети заняты делом, а главное – профориентация молодежи. Ребята не только трудятся, но и знакомятся с процессами производства в горнодобывающей промышленности, возможно, тем самым определяя свою будущую профессию. Я приехал в «Селигдар», чтобы узнать, как добывается золото, чтобы больше знать об этом предприятии, чтобы были планы на будущее, чтобы я мог знать, что, куда и зачем. Дети учатся соблюдать трудовую дисциплину и получают первый в своей жизни доход. Учатся распоряжаться финансовыми средствами. Это, конечно, очень мощный стимул для детей, и они получают огромное такое удовлетворение от того, что могут себя реализовать и получают оценку своей деятельности. Проект «Селигдар. Новое поколение» показал социальную необходимость и предпосылки для создания кадровой платформы на будущее. Поэтому программа трудоустройства подростков будет продолжена и, возможно, расширена в следующем году. Руслан Павлов, Алдан. Несколько амбициозных проектов разрабатывает в Якутске лаборатория биотехнологии. Это резиденты технопарка. Как давно и над чем они работают, узнала Анастасия Кобызева.
Совсем скоро ученые научатся выращивать части тел и целые органы при помощи внеклеточного матрикса. Это не миф, а реальность. Матрикс получают из внутренних органов животных. В лаборатории биотехнологии Якутска от мейнстрима не отстают. Внеклеточным матриксом занимаются уже 3 года. Наши ученые за основу берут органы северных оленей. Мы берем орган, подключаем его к прибору, и в течение нескольких дней вымываются все клетки. Остается просто внеклеточный слой, состоящий из структурных белков и гликопротеидов. И вот этот комплекс, который остается, мы используем как сказать, можно метафору провести. Жильцы, например, это клетки, а матрикс – это дом. И клетки организма начинают заполнять матрикс, формируя уже готовый орган. В частности, например, чем мы занимаемся, это кожа человека. Если из органа удалить все клетки, то останется бесцветный желеобразный каркас. Ему можно придать любую форму, сделать его гелеобразным или твердым. Можно сделать компонент, похожий на бумагу, из которого очень удобно делать пластыри. Конечно, самый, наверное, ценный будет у нас это гель. Пока что мы работаем над тем, как сделать вот такой вот нужной консистенции, похожий на гель, желе. Но это механические моменты, с которыми мы справимся. Также в лаборатории выращивают специальные клетки-фибробласты. Они лечат ожоги и обморожения. В случае каких-то повреждений кожного покрова вы можете прийти и сказать: вот мои клетки, я хочу восстановиться. И восстановление будет намного быстрее. Да, не будет отражения, это же ваши собственные клетки, которые будут делиться и создавать новую кожу. Фибробласты уже много лет показывают себя на деле. Биоматериал давно введен в мировую практику, но для Якутии это пока новинка. В прошлом году пациенту из Якутска с ожогами пересадили биотехнологическую кожу. Об успехах внеклеточного матрикса пока говорить рано. Но время не стоит на месте. В обозримом будущем и матрикс будет помогать восстанавливать поврежденные части тела. Анастасия Кобызева, Артем Алексеев, Якутск. В Ленске живет и работает необычный мастер. Он собирает разные скульптуры из подшипников, тормозных дисков и прочих ненужных автозапчастей. Как ему это удается? Сюжет Светланы Балеевой. Кисть этого художника раскалена до 4000 градусов. Электродом мастер сваривает пазл будущего панно. Сварщик по образованию, художник по призванию и по духу. Алексея Цидикова вдохновляет блеск металла. То, что могло стать металлоломом, для него материал для творчества. Пол в мастерской завален коленвалами, тормозными дисками, корзинами сцепления, суппортами, электродвигателями и еще прочими комплектующими ходовой части автомобиля. Видавший виды автозапчасти мужчина собирает со всей округи. После замены деталей с автомобилей, когда старые снимаются, новые устанавливаются, само собой, они потом подвергаются утилизации. Вот. Я тут езжу по СТО и собираю их для того, чтобы потом их соединять и получалась скульптура. Алексей художник, он пишет картины из камня. Но не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем. Однажды, увидя на улице нашей столицы скульптуру из металла, молодой человек подумал, почему бы ему не сделать такую же. Взгляд притянуло. Понравилось. И, в целом, чтобы отвлечься от основной своей деятельности, также творческой, я попробовать решил тоже сам. В общем-то, попробовал, вроде получилось. Первая скульптура Алексея – персонаж Ксеноморф из культового фильма «Чужой». На ее изготовление художник потратил больше месяца. Ксеноморф получился выше 2,5 метров высотой, весом полтонны. Очень реалистичный персонаж. Он неподвижен, но кажется, в любую секунду механизмы начнут работать, и вся композиция сдвинется с места. Неудивительно, что Ксеноморф был сразу куплен у художника и теперь украшает вход в магазин автозапчастей. Сейчас мастер работает над новой скульптурой персонаж из фильма «Хищник». 1/3 конструкции уже готова. Распиленная пополам задняя балка, корзины сцепления, суппорта, разного рода шестеренки, планетарки. В общем, много-много всего. Стойки, рычаги, коленвалы. В общем, все, что можно использовать. Все, что железное, все, что варится, все здесь. Как только все пазлы конструкции встанут на свои места, скульптура будет покрыта антикоррозийным грунтом, после чего художник нанесет краску стального цвета. По словам Алексея, «Хищник» будет готов уже через неделю. В завершение хочется сказать, что в перерывах между варкой скульптур и созданием картин Алексей занимается еще и аэрографией. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск.
У берегов Севастополя нашли останки античного римского судна. Ученые предполагают, что парусник принадлежал древним римлянам. О находке с исторической ценностью сюжет Татьяны Громовой. В Черном море рядом с Севастополем обнаружили останки парусника древних римлян. Судно лежало в море у берега в районе Балаклава. Специалисты предварительно относят его ко II-III веку нашей эры. Вероятно, оно использовалось для торговли или доставки грузов. По нашему мнению, обнаруженное судно относится к так называемому типу круглых судов, то есть судов с соотношением длины и ширины 1 к 4. Вообще же в тот период существовало два основных типа судов. Это длинные и круглые. Обнаружить остров было непросто, говорит один из участников экспедиции, дайвер Павел Лапшин. Несмотря на то, что оно лежит непосредственно на входе в бухту Балаклавы, вроде бы недалеко, но никто его не находил, потому что действительно очень сложные условия погружений. Это глубина. Во-первых, глубина это 85 метров. Во-вторых, это большие очень сильные течения для погружения. И не каждый дайвер, не каждый технический дайвер сможет туда погрузиться, а тем более с исследовательскими целями, когда нужно проводить непосредственно целевую работу. Это или видеосъемка, фотосъемка или забор какого-либо материала. Оценить возраст судна ученые смогли благодаря найденному железному якорю. Если датировка подтвердится, находку можно будет назвать уникальной. До сих пор корабли римской эпохи такой сохранности в Крыму не находили. Римляне занимали земли в районе Балаклавы в начале первого тысячелетия. Тут сохранилось несколько античных построек, в том числе храм Юпитера и казарма легионеров. Это были итоги дня. Смотрите телеканал Якутия 24. Будьте всегда в курсе.